Всем доброго утра. Друзья, сейчас отвечу на комментарий и немножечко поговорю на одну тему. Значит, хотите вы, ну, там, слушать, может, вам будет это неприятно, но я вам скажу, как есть, как я вижу эту ситуацию. Значит, вот один написал, там, отец Евгений, ваше новое облачение. Сразу говорю, что это никакое облачение, это всего лишь тулуп, потому что был ветер, было прохладно, и я как-то после бани спину подстудил. Вот. Я не отец Евгений, но, может, вы в меру моего возраста это сказали. Э, Лишь бы это не было каким-то сарказмом. а, Проверьте себя на свою возвышенность горделивую, есть она или нету. Значит, а, потом прозвучали такие слова, что о падении. Каком падении? Вот я хочу обратиться к тебе, дорогой человек, что ты прежде чем что-то писать, ты думай, что ты пишешь. Не мудрствуй, не в меру своего возраста не мудрствуй, не на публичном пространстве. Не делай этого. Это только тебя принижает и говорит о твоей глупости, то, что ты делаешь. Я думаю, что я коротко на это ответил. По поводу других моментов. Я каждый раз обращаюсь к людям. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте объединяться, давайте там то-то, то-то, то-то. Значит, и что я слышу и вижу? Один мне говорит, я смотрю твои каналы, больше снимаю про хозяйство, задаю вопрос, что именно ты бы хотел увидеть? Я не знаю. Ну как разговаривать? Должен быть вопрос-ответ, вопрос-ответ. Когда такого нету, то о каком диалоге вообще идет речь? Двух слов связать мы не можем. И потом мы удивляемся, что с нами не так. Да мы отупели в корень просто. По хозяйству, коротко скажу, немножечко вас порадую. Уже третья утка села на гнездо, так что я уже яйца не собираю. Кролик бегает. Вот, стал перебирать сарай, поднял там, значит, тележку, а под этой тележкой еще маленькие кролики. Куда их девать, не знаю. Особо никто их тоже не хочет брать, потому что, ну, с ними возня. Надо клетки, надо, в общем, ну, что-то никто не хочет заниматься. Приезжала автолавка, спросил тоже, может быть, кому-то нужны кролики, индоутки, вот то, что я буду продавать. Нет, цены подорожали на все буквально. Говорит, у меня в деревнях народ только покупает спички, соль, сахар, хлеб в основном. Поэтому если кто-то там берет какую-то колбаску, еще что-то, ну, нарвется на срок годности пропавший. Вот такое дело. Так что деревни вымирают. И, ну и так поговорили о том, что за эту зиму уже 8 человек умерло, мужиков. Понимаете, молодежь не приезжает, деревня просто загибается, никому ничего не надо. Но все идет к тому, что вы потом будете кусать локти, как вы это не понимаете? Вы сидите и думаете, вас это не коснется, коснется. Я не знаю, может быть, Господь вас оставляет в городах для того, чтобы до какого-то, может быть, времени, будем надеяться, сделайте такую себе поблажку, облегчить свою совесть, чтобы она вас не мучила. Но я думаю, что это для мученичества. Э, Я не боюсь смерти, но я хочу сказать, что пока мы не начнем жить по правде, пока мы не начнем вот, отделять добро от зла, то есть вот есть вода мертвая, есть живая. Не надо притворяться, ставить какие-то фильтры и все такое подобное.
Это мертвая вода, она мертвая и все, и точка. А, Не надо говорить, что мед и сахар это одно и то же. То есть любой продукт взять, не надо вот говорить, что вот это так, это так. Не надо любовь заменять всякими страстными желаниями. Потом вот слышим такие песни, что любовь во всем виновата, лишь она одна во всем виновата. Ну, глупо, глупо. Но это с нами происходит, это мы так себя ведем, это мы такие. Кого-то чего то уговаривать. Ну, вот есть семейные, вот сейчас стали звонить, очень приятно общаться, все. Но в основной своей массе народ, я вам рассказываю про одно, комментарий вообще в другую сторону. Непонятно ни к месту, ни ко времени, чего говорит, о чем говорит, не поймешь. То ли проблема какая-то с русским языком, с речью у человека. Непонятно вообще. Может быть, конечно, клавиатура там что-то прыгает, и он пишет всякую чушь. Давайте, дорогие друзья, по теме писать. Я же вам говорю, вы на меня подписываетесь, я автоматически подписываюсь на вас. Ну, если я вижу, ну, положительный комментарий, здравый комментарий. Потому что я смотрю, у одного там 35 подписчиков, у другого там 7 подписчиков. Ну, говорите, говорите. Если вы не можете что-то говорить, ну, давайте я буду оставлять ссылку на ваш канал там или присылайте на WhatsApp ваши видеоролики, я буду выкладывать. Но пока вообще тишина, никто ничего не присылает, никто не звонит толком о чем-то добром поговорить по душам. Но нету такого. Проблема в нас. Пока народ не пробудится, никаких изменений не будет. И поймите, что я это народ, и народ это вы. То есть личность каждого человека, она и есть народ. Понимаете? Градусник это народ, градусник это церковь. Вот когда мы смотрим в церкви плохо, значит с народом беда. Смотрим с народом беда, значит и в церкви беда. Вон сейчас уже какие-то идут призывы, ну, до крепостного права уже. Ну вот перейдем, когда на тяпки, будете понимать, что это такое. Будете искать людей, которые вам помогли бы, которые вам принесли бы в вашу душу, в вашу жизнь утешение. Вот такой был, кстати, старец в Черниговском скиту, отец Варнава Гефсиманский. Вот у него краткое описание, но к нему приезжали со всего мира. Он был, даже где-то было в Троице-Сергией Лавре такое изображение, отец Сергий Радонежский, по-моему, святитель Николай Чудотворец и преподобный Варнава Гефсиманский. Я могу что-то путать, но вот они втроем, какая-то была икона. А вот с кем я вот сейчас не могу припомнить. Но я помню, что преподобный Серафим Вырицкий точно был. Вот такое дело. Что еще хочу рассказать? Значит, сейчас я запускаю ролик короткий. Будет называться «Знакомство». Вот, переходите туда, кто хочет познакомиться, оставляйте свои данные, кто вы, что вы, биографию свою и знакомьтесь, пожалуйста. Э, Всех приглашаю. Может, кто-то действительно создаст свое семейное счастье. Ну, и я надеюсь, если он создаст, и когда-нибудь он напишет, скажет, я благодарю, что э, вы когда-то познакомили меня с будущей супругой или с будущим супругом. Но это не то, что я там к себе там, вот я такой хороший, там вы меня похвалите. Нет. А просто мне будет приятно, что хоть какая-то частичка правды дошла до кого-то. То, что кто-то счастлив на другом конце, может быть, России.
Мне будет очень приятно. Ну, на этом с вами попрощаюсь. Уже все, друзья, 11 минута. Я говорю, долго будет загружаться. Переходите на знакомство и знакомьтесь. Всего доброго.